Вы смотрите «Якутия день за днем». Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак, и сегодня без анонсов. Вместе мы подведем итоги уходящего года. Сотни злободневных интервью, тысячи проблемных сюжетов, острых комментариев мы показывали вам, несмотря ни на что. Все для того, чтобы каждый из нас помнил: сила всегда будет в правде. А еще сила в единстве россиян. Яркий пример прошедшие в этом году выборы. Жители страны действительно сплотились и единогласно выбрали курс развития для всей России. Напомню, только в Якутии избрали президента России, главу республики, депутатов Государственного собрания. Беспрецедентные избирательные кампании не только по масштабу, но и местами скандальности. Марьяна Кутукова не только восстановила хронологию событий и узнала мнение экспертов о прошедших выборах, но и главное, спросила у простых якутян: а зачем нужно ходить на избирательные участки? Всенародные выборы президента России прошли 18 марта. Владимир Путин, который участвовал в качестве самовыдвиженца, получил 76% голосов избирателей. Безоговорочная победа в первом туре. После оглашения результатов вновь избранный президент страны поблагодарил сторонников. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Его результат 11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак, глава Федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от партии «Роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Жириновский уже в какой раз участвует в выборах. А если говорить про КПРФ, то от них был молодой, относительно молодой, перспективный кандидат с большой поддержкой большой системной партии, сильный соперник. Если говорить про Собчак и Титова, то на них возлагалось больше надежд, они скорее их не оправдали для своего электората. У Ксении Собчак она выступала с позиции отрицания: я против всего. Люди за это голосовать не готовы, потому что выбор президента — это все-таки выбор будущего страны, а не протестная какая-то акция. А Титова, наверное, не хватило харизмы. У него есть довольно серьезная программа «Стратегия роста», с которой он выступал. Если говорить про Сурайкина, Бабурина, то, наверное, попадание в гонку довольно случайное. Для Владимира Путина, участвовавшего в президентской гонке в 4-й раз, результат в 76% стал рекордным. По данным Центра избиркома России, он получил поддержку 56 миллионов россиян. В обществе есть некий консенсус по поводу выбора лидера. Люди от президента ожидают в основном три вещи. Первое — это о том, чтобы он поддерживал статус России как великой державы, как целостной, великой, участвующей в мировых глобальных процессах, защищающей интересы граждан от внешнего мира и посягательств. С этой задачей Владимир Владимирович справляется, наверное, лучше, чем все предыдущие президенты в России, последние в Советском Союзе. Вторая задача — это о том, что люди все-таки хотят некой стабильности. Никто не хочет каких-то революционных или изменений, все хотят некого постепенного прогресса, улучшения уровня жизни. И Владимир Владимирович на протяжении уже 4-го срока демонстрирует преемственность, некую стабильность. Явка избирателей на президентских выборах была выше, чем ожидалось. По мнению политологов, одним из существенных факторов стало разнообразное политическое предложение. Были споры и дебаты, страсти порой накалялись до предела. Замолчи, дура, замолчи. Владимир Вольфович, ну не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Вольфович. Если мозгов нет. Видишь, что началось. Вот видишь? Так, вот идиотка, что? Убери ее отсюда. Ксения Анатольевна, я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь! Отвратительная баба! Последняя! Владимир Вольфович, вот, а как материться иначе? нельзя. А как иначе? Нельзя. Ты что отказал?
Страсти поутихли ближе к единому дню голосования. 9 сентября в 80 регионах России прошли 5000 выборов разного уровня. В 20 субъектах, в том числе и в Якутии, выбирали руководителей и депутатов законодательных собраний. Могу привести пример только 1996 года, когда мы одновременно выбирали главу республики, президента республики и президента Российской Федерации. Но вот такого примера, когда сразу 5 уровней, это у нас президент страны, это глава республики, это Государственное собрание Илтумен и главы муниципальных образований и районные собрания. Вот это вот такого примера в истории еще не было, конечно. Интересный факт. Явка на федеральных и региональных выборах в Якутии была разной. В марте на участки пришли 71% избирателей, в сентябре 51%. Снижение показателей, утверждает Центр избиркома Якутии, дата единого дня голосования. Второе воскресенье сентября не подходит для проведения голосования. Осень – время сбора урожая и отпусков. Если люди не будут ходить на выборы, значит, у нас в России будет беспорядок. Люди сами хотят видеть свое будущее. Мне кажется, не всегда все решается от граждан. Это мое мнение. Если мы что-то хотим улучшить в нашей стране и не пойдем на выборы, чего можно требовать от власти? Надо ходить обязательно. Это все зависит от нас. Кто знает, правильные они, неправильные, подтасованы. Вот, между прочим, мало агитации. Главное избирательное нововведение этого года – голосование по месту нахождения. В республике этим правом воспользовались 30 тысяч якутян. Граждан, не зарегистрированных в регионе, 60 тысяч. Голоса отдали и 4 тысячи жителей отдаленных районов. Поступали к нам отдельные жалобы, но они были несущественными. В принципе, мы на них отвечали. Они не затрагивали сам выборный процесс. То есть проводилось видеонаблюдение на выборах. Ну, нужно сказать, что в принципе мы можем сказать о том, что эти выборы у нас прошли чисто и гласно. В выборах главы Якутии участвовали 4 кандидата – Айсен Николаев, Виктор Губарев, Владимир Богданов и Гаврил Парахин. Убедительную победу одержал на тот момент исполняющий обязанности главы региона Айсен Николаев. Он набрал 71% голосов. Избрали якутяне и народных депутатов Государственного собрания Илтумен 6-го созыва. Итог: из 70 парламентариев 25 имеют опыт работы в предыдущем составе. Спикером выбрали представителя университетского округа города Якутска Петра Гоголева. Позиции парламента он озвучил сразу: открытость и внимание правоприменительной практики как главной оценки эффективности законов. Итоги осенней сессии показывают, что мы смогли услышать друг друга, мы смогли создать благоприятную атмосферу для работы. По результатам осенней сессии депутаты рассмотрели 131 нормативный акт. Приняли и главные для Якутии законы – стратегию о социально-экономическом развитии до 2032 года и 3-летний государственный бюджет. Если говорить о составе правительства, то он после череды отставок и новых назначений обновился на 65%. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил во время своего первого послания. По его словам, сегодня в Якутии стоит амбициозная цель занять лидирующие позиции по экономике и социальной жизни не только на Дальнем Востоке, но и в России. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность. В следующем году для повышения эффективности управления в муниципалитетах начнется обучение и переподготовка глав и специалистов. Я вынужден отметить слабую эффективность управления во многих муниципалитетах и на поселенческом, и на районном уровнях. Главам муниципальных образований надо учиться и повышать свои компетенции. Это обязательное условие успешной работы на том уровне, которое сегодня требуется. Администрация главы и правительства также будет усиливать борьбу с коррупционными проявлениями. Такие факты у нас, к сожалению, есть. Власти Якутии, уверен Айсен Николаев, должны в первую очередь объединить общество. Только открытость и доверие жителей позволят преобразить родную республику. Именно разобщенность политических сил и общественных движений многие годы мешали решать проблемы Якутии. Для этого 2019 глава региона объявил годом консолидации в Якутии.
Большие гонки позади, обещания даны, настало время для реальных действий. Главная задача – это повышение качества жизни россиян, рост реальных доходов населения. Времени у народных лидеров и избранников предостаточно. Ближайшие крупные выборы состоятся лишь в 2021 году. Предстоит избрать новый состав Государственной Думы. Впереди 3 года тишины и кропотливой работы, без черного пиара, толп политтехнологов и предвыборных кампаний. Марьяна Кутукова, Григорий Николаев, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Работать, работать и еще раз работать. Для Якутии логичным результатом станет момент, когда первый автомобиль проедет по мосту через реку Лену. Как заявил уже глава республики Арсен Николаев, нам удалось достать с дальней полки запылившийся проект строительства перехода. Важно, чтобы его вновь туда не положили. Николаев заметил, что строить мост могут начать уже в 2020 году. Хотя Якутии есть что показать и кроме моста. В 2018 в регионе запустили современные объекты здравоохранения, энергетики, промышленности. Сарглана Захарова посчитала, в какую сумму они обошлись бюджету республики и когда ждать возврата инвестиций. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите запустить Верхнемунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв. Начинайте. Поздравляю вас и желаю вам успехов. Вам и всем работникам вашей компании. 2 миллиона карат алмазов в год, 90 миллиардов рублей в бюджет Якутии. Верхнемунское месторождение будет работать не менее 20 лет. Его запасы достаточны для продолжения добычи до 2041 года. Компания «Алроса» произвела торжественный запуск 31 октября. Спустя несколько дней на участке нашли первый крупный алмаз. Характеристики кристалла – прозрачный, с незначительным желтым оттенком, форма в виде октаэдра. Его возраст не менее 350 миллионов лет, масса больше 50 карат. Как говорится, начало положено. На другом промышленном объекте уже перешли рубеж в 1 миллион тонн. На этот раз речь идет об угольном месторождении. В апреле компания «Колмар» запустила горнообогатительную фабрику «Денисовская» в Нерюнгринском районе. Это действительно беспрецедентный рекорд строительства обогатительной фабрики при таких тяжелых климатических условиях. На фабрике происходит весь цикл обработки угля. В результате получают разные виды продукта, которые могут конкурировать не только на внутреннем, но и на мировом рынках. Все объекты и оборудование специально спроектированы под особенности якутского климата. Технологии разрабатывала пекинская компания машин и оборудования «Авик Мэйлин». Это денисовский проект для нас только первый. Это первый. Мы сейчас уже начали проектировать следующий, Инноклинский второй. И он будет такой же объем, как денисовские фабрика. Немаловажный фактор – рабочие места. На фабрике трудятся 400 человек. До 2021 года штат планируют увеличить в 2 раза. Приоритет – местные специалисты. Привлекают рабочих и из других регионов страны. А на противоположной части Якутии открытие первого ветряного парка в республике и второго в стране. 3 ветроустановки будут вырабатывать 900 киловатт энергии. Для сравнения, это 900 работающих холодильников. Когда ветропарк выйдет на проектную мощность, он компенсирует до 20% всей потребляемой энергии поселка Тикси, а это тонны дорогостоящего дизельного топлива. Расчетная экономия в год у нас составит 900 тонн. Стоимость дизельного топлива здесь в Арктике более 70 тысяч рублей за тонну, поэтому, считайте, получается под 70 миллионов рублей мы будем ежегодно экономить только на дизельном топливе. Но нужно еще учитывать, что это же еще и экология, то есть мы будем сжигать на 1000 тонн топлива меньше. Ветроустановки проектировали с учетом всех особенностей Крайнего Севера. Предыдущий опыт с европейскими аналогами показал слабые места ветряков. На этот раз учли все до мельчайших подробностей. Оптимальная скорость ветра до 25 метров в секунду. Сильные порывы не страшны. Подвижная верхняя часть позволяет ставить лопасти так, чтобы ветер либо толкал их, либо плавно проскальзывал мимо, не оказывая давления. Арктические морозы тоже нипочем. Оборудование генерирующее, которое располагается внутри гондолы,
обогревается специальными калориферами для того, чтобы даже в условиях низкой температуры там поддерживалась нормальная рабочая температура. Кроме того, лопасти ротора обработаны специальным покрасочным средством, которое позволяет не допускать образования наледи, налипания снегов на поверхности лопасти. Тикси растет, количество населения вместе с ним, а значит и потребление становится больше. В разы увеличивается расход энергии в зимнее время. Север погружается в полярную ночь. Уличные фонари не гаснут до самой весны. Круглые сутки свет горит и в домах тиксинцев. Многодетная мама Сарглана Соловьева тратит на электричество 6 тысяч рублей в месяц. Телевизор, бытовая техника, компьютеры – все, что сегодня окружает каждую семью в квартире. У меня дети маленькие, мы спим при свете. В каждой комнате нужен телевизор, также обогреватель, да, и проблема с чайником, да, он все время у нас круглосуточно кипятится, круглосуточно, потому что мы, как видите, дети у меня большие, крупные, любим поесть, попить. Даже северной зарплаты еле хватает на все расходы. А это поднебесные цены на продукты, одежда, обувь для каждого ребенка. Надежда на ветряки. Пусть не сразу, но, возможно, с годами более дешевый альтернативный источник электроэнергии сможет повлиять на тарифы. С этим согласны и эксперты. В перспективе, если возобновляемые источники энергии у нас будут как бы очень широкомасштабное развитие получит, то это будет влиять на себестоимость производства электрической и тепловой энергии. Соответственно, это, я так понимаю, что или сдерживание тарифа будет, или понижение данного тарифа. Сейчас ветропарк работает наполовину. Необходима система аккумулирования энергии. Дизель-генераторы и новую дизельную электростанцию для этого установят в следующем году. Тогда и поступят в общую энергосеть 900 киловатт. Для тиксинцев это событие стало по-настоящему долгожданным. Начали готовиться к нему еще задолго. Еще весной здесь объявили конкурс рисунков среди воспитанников детских садов. И теперь лучшие работы украшают ноги мельницы. Другое крупное событие уходящего года – открытие Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков в Якутске. Первых маленьких посетителей он принял уже в январе, а официально открыл свои двери в марте. Работает в центре с детьми от 0 до 18 лет. За первый год помощь получили более 500 детей. Работа ведется по сезонам. Длительность одного – 45 дней. Задержка речевого развития сегодня одно из распространенных заболеваний у детей. Профессиональный подход и постоянные занятия – залог здорового будущего ребенка. Наталья с дочкой прошли полный курс реабилитации, выписываются с видимым прогрессом. Девочка с радостью занимается в группе. В течение 45 дней мы очень плотно занимались с логопедом каждый день. У нас появились некоторые звуки, как «л», да? Она стала немножко произносить букву «р». Нам очень понравилось. Главное, понравилось дочке. Она каждое утро с удовольствием приходит. Занимаются с детьми по разным методикам. Монтессори, сава-няня, музыкальные комнаты. Но больше всего популярностью пользуются сенсорные комнаты – светлая и темная. Релаксационный блок – это темная комната, да? Для снятия психоэмоционального состояния ребенка, это снятие тревожности. Есть у нас еще активационный блок, это мы как называем светлая комната, это тактильная комната. Там есть сенсорные панели, которые развивают руки, ног, то есть мелкую моторику развивается у ребенка. Реабилитационный центр оснащен современным оборудованием, как отечественным, так и зарубежным. На нем здесь не экономили. Лучшие практики требуют немалых затрат. Только на дооснащение высокотехнологичными аппаратами было выделено из фонда будущих поколений 150 миллионов рублей. Взамен надежда на здоровое будущее детей. Вертикализатор американской фирмы Rehab Medical по карману не каждому родителю. Стоит как один автомобиль. Однако благодаря ему встать могут даже те дети, которые длительное время были прикованы к кровати. Был пациент 15 лет. После операции в течение почти 2 лет не вставал, не ходил. В общем, после 10 занятий у нас он стал самостоятельно с коляски слезать, судороги прошли полностью. Реабилитационный центр еще не вышел на полные мощности. С 2019 года он начнет принимать по 3500 детей в год. Это в полной мере обеспечит потребность республики в реабилитационной помощи. Весна 2018 года – череда серьезных открытий. Наряду с реабилитационным центром в столице республики заработал перинатальный центр. Первые крупные высокотехнологичные центры на вечной мерзлоте. 6 современных операционных, качественное отечественное и зарубежное оборудование, просторные палаты. Родовые залы, в отличие от старого роддома, индивидуальные. Кровати, индивидуальные кровати для одной женщины. Она поступает в процесс
первого периода, значит, процесс схваток, лежит на этой кровати. Тут же она и рожает, потом после родов с ребенком лежит 2 часа у нас в отделении. Реанимационное оборудование тоже всегда наготове. В каждом зале по комплекту на экстренные случаи. Предугадать, как пройдут очередные роды, невозможно. В отделении реанимации новорожденных сейчас находится 13 детей. Всего 18 современных кувезов. Круглые сутки за ними наблюдают врачи и медсестры. Выхаживают даже 500-граммовых малышей. За это время, которое мы проработали, у нас был самый маленький пациент, который весил 700 грамм. Сейчас он уже выписался домой благополучно. Рождение ребенка – счастье для каждого родителя. Сегодня все чаще они решают пережить эти моменты вместе. Наталья и Роман Севрюгины готовились к важному событию основательно. С начала родов и до появления на свет дочки супруги ни на минуту не расставались. Я уже сам все это ощутил, столько всплеск эмоций, что аж показалось, как будто сам почувствовал эту боль, которая, ну да, действительно, это, походу, очень больно. Не объяснить словами. Эмоции бьют через край. Чудо, которое еще больше сблизило молодую пару. С открытия Республиканского перинатального центра партнерских родов стало в разы больше. Приходят даже бабушки, мамы, мужья, естественно. За 2018 год в республике прошли порядка 12 тысяч родов. 34% из них в новом перинатальном центре. Перинатальный центр сегодня оснащен самым современным оборудованием, прекрасными документами методическими в части маршрутизации. Там сегодня работает кабинет психолога, который занимается женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Открытие перинатального центра ждали 8 лет. Идея появилась в 2010-м, проект только в 2013-м. Финансовый вопрос медленно, но верно решался. Безусловно, подобные проекты требуют крупных финансовых вливаний, в том числе из бюджета республики. Однако при этом якутянам больше не нужно тратиться на дорогостоящие услуги за пределами республики. Здесь свои высокотехнологичные перинатальные и реабилитационные центры. Ветряной парк – это экономия энергии, соответственно, дорогостоящего топлива для нее. А вот промышленные объекты позволят не только сэкономить, но и вернуть в бюджет вложенные деньги еще и в разы больше. А в свою очередь их направят на развитие социальной среды, таких как образование, здравоохранение и транспорт. Саргалана Захарова, Григорий Николаев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Сотни региональных телеканалов России в 2019-м пропадут с экранов телевизоров. Они не попали в цифровой мультиплекс. Вкратце, в стране сформировали общедоступный пакет из 20 телеканалов. Высокое качество картинки, все прекрасно. Однако для полноценного перехода на цифру нужно отключить аналоговое вещание. Именно там можно было найти почти все местные телеканалы. Не попали в общедоступный список и крупнейшие региональные телекомпании, в том числе НВК «Саха». Хотя мы, как показывают сухие цифры, не уступаем федеральным СМИ. Один из главных примеров – Якутия-24. Дмитрий Тымыров о том, как новый информационный телеканал республики завоевывал популярность и как зрителям не остаться в следующем году без любимых передач. Новое слово в региональном вещании. Телеканал «Якутия-24». Формат 100% новостей. Обновление каждую минуту. Режим работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждый час новости, в какие-то пиковые слоты, новости каждые полчаса. Также отраслевые репортажи. Это промышленность, транспорт, строительство, ЖКХ, энергетика. Новая студия находится на первом этаже национальной вещательной компании «Саха». Площадь 150 квадратных метров. Работу в прямом эфире могут увидеть не только зрители, но и пешеходы. Сегодня Якутия-24 не уступает в оперативности многим российским СМИ. Корреспонденты почти в каждом районе республики. Телеканал Якутия-24 уже успешно вещает практически год. У нас оперативно построена работа. Наши корреспонденты всегда на месте событий передают прямые репортажи, создают свои авторские материалы. Сейчас якутское телевидение стучится в дверь третьего мультиплекса. В России со следующего года начнут отключать аналоговое вещание. Причины понятные: постоянные помехи, проблемы с настройками каналов и звука. С переходом же на цифровое вещание эта проблема решается в одно нажатие пульта. Цифровое телевидение – это 20 бесплатных каналов в высоком качестве. Отключать аналог будут в 3 этапа. Якутия попала в последний. Правительственной комиссией России было принято решение, что
Республика Саха-Якутия попала в третий окончательный переходный этап. 3 июня 2019 года федеральные аналоговые каналы в Республике Саха-Якутия полностью перестанут вещать. Единственная проблема — сейчас запустили лишь 2 мультиплекса. Планы о 3-м отложены до конца следующего года. Именно в него должны были попасть крупные региональные телекомпании. Это значит, что субъекты могут остаться без местных новостей, передач на национальном языке. При этом не вся Якутия покрыта цифровым телевидением. 50 тысяч жителей труднодоступных поселений не имеют доступа к картинке высокого качества. Чтобы не оставить этих зрителей за бортом, между Мининновацией Республики и федеральными операторами спутникового вещания подписано соглашение о сотрудничестве. Операторы «Орион», группа компании «Орион» и НТВ+, будут вещать до 40 каналов совершенно бесплатно. В рамках данных соглашений мы прописали, что в этих каналах будут наши региональные каналы. Это НВК «Саха», Якутия-24 и телеканал «Мамонт». Без мультиплекса остались 255 поселений Якутии. Главы сел, которые попадают под спутниковое вещание, уже начали покупать специальные приставки для жителей. Аналоговое телевидение, говорят, с февраля уже отключится, Первый канал. Но до этого мы по плану должны все купить эту приставку. Теперь, когда мы купим эти комплекты, можно будет смотреть 20 каналов бесплатно. В Якутске, рассказывают продавцы цифровых приставок, повышенного спроса пока не наблюдается. Постепенно люди узнают. Это будет намного им, конечно, удобно, потому что население, где меньше 100 тысяч человек, там вообще не будет телевидения. То есть это все-таки необходимость. Стоимость цифровых приставок начинается от 1000 рублей, спутниковые от 4000. Данные приставки для приема цифрового телевидения, они продаются в магазинах бытовой электроники и также в отделениях Почты России. Если в наличии они заканчиваются, очень быстро их разбирают, можно просто оставить заявку, там в отделениях почты собирают заявки и там каждый месяц им доставляют новое оборудование. Региональные телеканалы, не попавшие в мультиплекс, продолжат вещать в аналоге, сообщает в Министерстве связи России. Например, НВК «Саха» отмечает, уже в Мининновации Якутии останется в аналоговом эфире до конца 2019 года, пока не решится вопрос с 3-м мультиплексом. Сейчас цифровым безрегиональным телевидением охвачено 98% населения России. Это в то время, когда региональные телекомпании уже начинают теснить крупных игроков медиарынка. Например, Якутия-24 среди информационных телеканалов в Якутске занимает 1-е место. За неполный год удалось обойти многолетних лидеров – федеральные, Россия-24 и НТВ. Дмитрий Тымыров, Ульяна Винокурова, Павел Пахомов, Илья Сыромятников. Якутия день за днем. С другой стороны, региональные телекомпании, в том числе НВК «Саха», могут прожить и без 3-го мультиплекса. Здесь ведь важно умение адаптироваться. Пора завоевывать новые платформы. НВК «Саха» и Якутия-24 есть на спутнике, есть на IPTV. Наши материалы выкладывают в YouTube и соцсети. Нет нужды зацикливаться на одной площадке. Не зацикливаться на одном – это девиз якутских IT-специалистов. Они не концентрировались только на Якутии. Наоборот, вышли за пределы не только региона, страны. Добились огромных успехов. Кристина Якупова выяснила, что это лишь начало масштабной экспансии республиканских IT-компаний. От Якутска до Латинской Америки InDriver не только доступный по цене, но и быстрый по подаче сервис такси. Стоимость поездки назначает сам пассажир. Водитель может согласиться или поторговаться. Максимальная прозрачность и понятность – 2 главных принципа нашей разработки. Сегодня InDriver конкурирует с такими гигантами, как Яндекс.Такси и Uber. Год назад якутский сервис запустили в Москве. Теперь он покоряет рынок США. В 2019-м InDriver заработает в 400 городов, 25 стран мира. Перспективные направления – Китай, Индия, Западная Европа и Юго-Восточная Азия. У нас сейчас 14 миллионов пользователей по всему миру, и эта цифра растет. Пока мы сейчас общаемся, тысячи людей скачивают наше приложение и начинают пользоваться. Для компании InDriver очень важно, чтобы мы сохраняли связь с нашей Родиной, и мы очень многое делаем для того, чтобы продолжать быть якутской компанией. Большинство наших сотрудников находится в Якутске. Здесь находится самая важная часть, сердце любой IT-компании – это разработчики.
Покоряет новые рубежи и другая крупная IT-компания Якутии. Сегодня Майтона – один из успешных разработчиков мобильных игр не только в России. По всему миру миллионы пользователей. У Майтона есть офисы во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Сингапуре, Иванове, Шэньчжэне и Новой Зеландии. Но и это принципиальный момент. Штаб-квартира по-прежнему остается в Якутске. В начале года в компании работали 320 человек, теперь 500. В этом году мы выпустили 2 наших проекта. Raven Hill, которая уже добилась больших успехов, она попала в топ-100 кассовых игр в Великобритании. А также мы выпустили Cooking Diary, которая уже попала, с момента своего релиза, попала в топ-100 зарабатывающих игр в США. Также мы анонсировали принципиально наш новый проект, амбициозный, на который мы возлагаем большие надежды. Это Manage Storm. Мы в течение года продолжали поддерживать IT-движение в республике и не только. Обеспечивали рабочие места для множества молодых специалистов. Набирает обороты в разработке мобильных игр и другая якутская компания. Для студии Fantastic 2018 год был фантастическим. Сейчас их разработка Radiant One занимает 1-е место по количеству скачиваний в App Store и 13-е место среди всех платных игр. Сюжет Radiant One интересен. Главный герой Дэниел погружается в мир осознанных сновидений. Именно сны помогают ему уйти от серых будней. Там Дэниел встречает людей из реальной жизни. Например, брата, который спрашивает, почему ты мне так долго не звонишь. Разработчики уверены, игра поможет задуматься о важной роли семьи в жизни каждого человека. В США игру приняли достаточно тепло, и больше всего хороших отзывов пошло с Китая. Игра им очень понравилась, и прям говорили то, что они начали думать о смысле жизни и начали задумываться о своих семейных ценностях. Дальнейшие планы ребята из студии Fantastic не раскрывают. Коротко говорят, готовим новую игру. Творить, возможно, будут в новом IT-парке. Fantastic – потенциальный резидент. Не Google. Круче, уверены якутские разработчики. IT-парк открыли в Якутске 29 декабря. 8 этажей, 9000 квадратных метров. Здесь начинается развитие всей IT-отрасли. Условия для поддержки проектов максимальные. У нас будет сидеть почти все IT-компании в Якутии. То есть, соответственно, появится синергия, появятся общие сервисы, появится обмен между людьми. То есть смысл IT-парка не только в здании, а именно в общении между людьми. И мы знаем по опыту работы технопарка, что вот такая синергия дает новые результаты. Парк располагается на 8 этажах здания, поэтому было решено каждый этаж назвать в честь планет Солнечной системы. Начинается все с планеты Земля на 1-м этаже и заканчивается планетой Нептун. Замысел стилистики заключается в стремлении расширить границы возможностей каждого резидента IT-парка. В Якутии IT-парк просто необходим, потому что айтишники сейчас сидят по квартирам. И мы хотим их собрать в одном месте, чтобы у них проекты еще больше, у них еще более быстрее вышли на рынок, получили ускоренное развитие. IT-технологии – это не абстракция, уверены простые якутяне. За ними будущее. Лично, как обычный человек, хочу, чтобы эта сфера развивались по всей России, по всему миру и так далее. Чтобы у нас что-то российское было и наше даже якутское. А что нам это даст? Много чего даст. Мне, например, самому приятно, как обычному человеку. Конечно, мне никакой выгоды это не дает, но мне самому будет приятно пользоваться теми программами, которые вот у нас придумываются. Студенты могли бы использовать свой потенциал. Не надо ничего завозить, ничего производить, а своим умом развивать Якутию нашу. Круто, что они в разных городах, даже за рубежом, прославят Якутию нашу наконец-таки. Подъем IT-отрасли в Якутии – лишь начало большого пути. В республике появляются специализированные школы для детей, вузы открывают IT-направления. Задача номер 1 – вовлечь в информационные технологии как можно больше молодежи. Нужно поддерживать перспективные проекты, нацеленные на глобальные рынки, вкладывать в интеллектуальный потенциал. За этим будущее. Рано или поздно алмазы, газ и нефть закончатся. С чем тогда останется Якутия? Огромные неосвоенные территории, небольшое население, отдаленность от центров торговли и производства. Самый суровый в мире климат. Одна из реальных возможностей уже сейчас инвестировать в IT-технологии. Ресурс, чья основа – это интеллект. Кристина Якупова, Якутия. День за днем.
Главное экологическое бедствие этого года в Якутии – загрязнение рек Вилюй и Ирелях. Дамбы компании «Алроса» не выдержали аномальных проливных дождей. Итог – прорыв ограждения и мгновенный удар по природе. Решения требовались молниеносные. Моментально был организован подвоз питьевой воды для населения, проведены различные экспертизы, оценка ущерба. Компания «Алроса» готова его возместить, и сегодня ситуация полностью стабилизировалась. Стихия, а в случае с загрязнением Вилюя и Иреляха именно она стала причиной, не раз била Якутию. Весной этого года на республику обрушилось чудовищное наводнение. Только в Амге были подтоплены 150 домов. Такого паводка в селе не было уже 40 лет. Уровень воды достигал 11 метров. Справиться удалось. Главное, что обошлось без жертв. К сожалению, за год было множество историй, которые попадали в нашу рубрику «Происшествия». Мой коллега Николай Борисов составил обзор самых громких преступлений уходящего года. Сегодня мы не только подведем итоги, но и выйдем за рамки студии. Начнем с громких коррупционных преступлений. Год назад в Госсобрании Елтумен работали над поправками Александр Уваров и Дмитрий Савин. Однако, по версии следствия, они не только работали над законами, но и брали взятки. Уварова и Савина задержали в апреле этого года. Дело теперь бывших народных депутатов обсуждают не только в интернете и на кухне, но и в стенах самого Госсобрания. Очень много было на этот счет, вот о чем мы сегодня с вами обсуждаем, по нашему другу, я его буду считать, и это друг, соратник, и Александр Сергеевич, и Дмитрий Васильевич Савин, и Уваров. Неприятно, вот скажу вам, неприятно. Тем более, когда это, еще раз повторяю, происходит с моими друзьями. Александр Уваров за время работы депутатом выступил с 9 законодательными инициативами. 2 в 2018 году о промышленной политике и привлечении молодых специалистов. Дмитрий Савин работал над 16 законами. Последнее о внесении изменений в закон об уполномоченном по правам человека датируется прошлым годом. В зале заседаний у каждого народного избранника именная табличка. Александра Уварова и Дмитрия Савина здесь уже нет. Напротив парламента Якутии Национальный художественный музей. Оплот живописи и искусства попал в криминальные хроники России. Из музея украли 40 миллионов рублей. Помогли мертвые души. Следователи уверены, 3 работницы НХМ фиктивно трудоустраивали в учреждения родственников и знакомых. Выписывали им премии. 2 фигурантки уже получили реальные сроки заключения. Замдиректора по финансам и экс-сотрудница отдела кадров проведут как минимум 2 года в колонии. Дело 3 обвиняемые направили на доработку. Источники в правоохранительных органах сообщают, что из материалов дела по неизвестной причине исчезли 30 листов. Была двойная бухгалтерия. То есть в нашем коллективе оказались, в общем-то, волки в овечьей шкуре. За каждым человеком это как бы не проследишь, потому что люди работали годами. Не просто вот прямо вчера пришел и тут же начал что-то делать. Пострадал премиальный фонд по кварталам, скажем, 4 квартала, годовой какой-то. Вот, потому что все время они говорили, что на 4-й квартал зарплаты не хватит сотрудникам. Гремели криминальные хроники и событиями из районов Якутии. Кровавая трагедия случилась в Булганехтахе Хангаласского района. 24 мая 65-летний житель села застрелил из охотничьего ружья 5 человек, в том числе 10-летнего ребенка. После расправы стрелок покончил с собой. Будущий убийца переехал в Булганехтах 10 лет назад. Купил заброшенный дом, отремонтировал его и, как говорят местные жители, превратил в бункер. На окнах и дверях он установил металлические решетки. С соседями не общался. Перед расправой мужчина позвонил сестре, рассказал о конфликте с соседями и желании покончить с собой. А вот здесь, в женском отделении психоневрологического диспансера, проходило лечение фигурант нашего следующего дела. Типичная якутская подворотня, панельный дом, гаражи. Вечером 6 марта на Хабарова 27/4 случилось убийство. Невменяемая женщина плоскогубцами забила до смерти свою родную 9-летнюю дочь. Все произошло на глазах у оцепеневшей от страха подруги убитой дочери. Совершив убийство, женщина спрятала тело под металлический гараж, взяла за руку оцепеневшую подругу и отвела ее домой. Преступление раскрыли в тот же день. «Убить мне приказали голоса», — сказала женщина следствию. Ну, если говорить, абстрагироваться от этой ситуации как
касательно моей службы, то, конечно, я уверена на все 100%, что подобные случаи, когда происходят не только в городе Якутске, но и вообще, по сути своей, мое стойкое убеждение в том, что все это происходит от человеческого равнодушия. Потому что, на мой взгляд, этот факт может быть и не единичным, то есть подобные факты насилия в отношении детей, проявляемые со стороны родителей, они, наверное, не всегда, к сожалению, придаются гласности, и в какой-то момент происходит вот та самая точка невозврата, после которой уже не изменить ничего нельзя. И как раз-таки вот Следственное управление, оно в рамках расследования, наверное, каждого уголовного дела, которое относится к категории преступлений, насильственных преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, наши следователи пытаются выяснить не только все обстоятельства произошедшего и найти виновного, но и в том числе мы выясняем причины произошедшего. То есть что послужило причиной этой трагедии. Может быть, были какие-то предпосылки, однако соответствующие службы или кто-то, обычные люди, граждане, вовремя не отреагировали, и в результате произошло вот то, что, собственно говоря, и случилось. В июне этого года решением суда женщина была отправлена на принудительное лечение в федеральную психиатрическую лечебницу. Якутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктами в части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть совершение убийства своей малолетней дочери. Пунктами в части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетней подруги своей дочери с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ввиду наличия у обвиняемой хронического психического расстройства, судом в отношении нее применены принудительные меры медицинского характера. Массовое помешательство – так можно назвать события, захлестнувшие всю Россию. Недавно лопнула одна из финансовых пирамид, набравших бешеную популярность у нас в республике. Инвесторами компании Кэшбери выступили тысячи якутян. На сегодняшний день наша компания переживает не очень хорошие времена. По оценке Центробанка, потенциальный ущерб от деятельности Кэшбери превысил 1 миллиард рублей. Человеческая жизнь бесценна. Это поняла жена пилота вертолета Александра Новосельцева, который потерпел крушение 29 сентября в горах Момского района. 4 дня спасатели не могли подобраться к месту аварии из-за непогоды. Наконец, 3 октября к месту аварии подлетел вертолет экстренных служб и заметил Александра, который смог подняться на ноги и сигнализировать, что он в порядке. Через час до него добрались пешие добровольцы. Супруга пилота Елена рассказала, что ей пришлось пережить за 4 дня ожидания. То, что произошло, чудо, и потом я скажу то, что я чувствовала то, что он жив всю дорогу. Те дни, которые это происходили, у меня не было ощущения именно смерти. Да, ситуация была страшная. И то, что люди поддерживали. И, видимо, вот эта сила, то, что нас было много, какую-то роль сыграла. Еще одно чудесное спасение, за которым наблюдала вся Якутия. 18 октября в Анабарском районе пропали трое. Отец и дочь Олег и Керячаня Туприны и друг семьи Федор Спиридонов. Поиски велись 6 дней. Они потерялись в темноте и, когда это поняли, начали искать охотничью избушку. Но у них закончилось горючее. Первые сутки они ночевали под открытым небом. Затем нашли избу, в которой не оказалось продуктов питания. Дошли до другой с провиантом. Так и спаслись. Туприны рассказали, что видели вертолет, который облетал территорию, но он был далеко, чтобы их увидеть. По словам Олега Туприна, они не теряли надежду, что их найдут. Спасатели нашли нас по следам. Заметив их огни, мы сразу разожгли костер, чтобы они нас увидели. Было темно, сказал Олег Туприн. Потерявшихся людей обнаружили возле речки Средняя между Сыскылахом и Юрюмхайой. Вот ваш буранди. Кадыр ты турухай. Бучики турнере? Адам буранди. О, буселый буранди. Несмотря на криминальные сводки, громкие преступления и чрезвычайные происшествия, важно помнить, что главное – оставаться человеком, быть готовым помочь в трудной жизненной ситуации. Берегите себя и удачи в следующем году. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. И, видимо, россияне будут сидеть в зрительских залах на прекрасных постановках. Ну,
Что же, будем повышать уровень духовности и культуры. 2019 в стране объявлен годом театра. Деятели искусства ждали этого давно, ведь год культуры, литературы, кино в стране уже были. Отечественные театралы ждут поддержки, не только финансовой. Назрела проблема с подготовкой кадров, как актерских, так и режиссерских. Год театра в особенности важен и для Якутии. В регионе 11 государственных и 53 народных театра. Кстати, искусство плавно сменило волонтерство. Уходящий год прошел в России под эгидой добровольчества. За 2018 167 тысяч якутских волонтеров помогли 118 тысячам человек. Собрали 220 тысяч кубических метров мусора, посадили 8 тысяч деревьев и благоустроили 62 памятника. Это в России, а в Якутии уходящий год был направлен на занятость населения. План удалось выполнить на 100%. В республике смогли создать 4000 рабочих мест, особое внимание на трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Поддержали и незанятых граждан, которые хотят стать предпринимателями. 2000 человек прошли обучение, чтобы потом открыть собственное дело. Итог: количество незанятых уменьшилось на 17%. 2019, как мы рассказывали ранее в программе, объявлен в Якутии годом консолидации. Глава Якутии Айсен Николаев заявил журналистам, что такое решение он принял быстро. Цитата: «Консолидация – это запрос, который сегодня есть в нашем обществе». Сегодня в обществе есть два запроса на консолидацию и перемены, причем они идут не от элиты, а от народа. А когда есть массовое мнение абсолютного большинства людей, решение дается очень легко. Яркий пример консолидации общества, прошедший в этом году в России чемпионат мира по футболу. Эксперты, иностранные болельщики, функционеры признают, это один из лучших мундиалей за всю историю. И дело не только в новых стадионах, которые построили в городах России, или обновленной инфраструктуре. Российское гостеприимство – вот что сыграло главную роль. Мы показали, как нужно встречать гостей. Или другой пример – давление со стороны Олимпийского комитета, обвинение в том, что наша страна – это допинговая держава, отстранение российской сборной от зимней Олимпиады в Пхенчхане не помешали нашим хоккеистам под нейтральным флагом стать олимпийскими чемпионами. Пускай они соревновались без российского триголора, все ведь знали, что это наши парни. Наш корреспондент Юрий Осипов готов рассказать о радушии якутских болельщиков и о том, что спорт сам по себе вне политики. Якутск давно не периферия, а столица республики все чаще становится центром событий. При этом не только всероссийского, но и мирового масштаба. Якутия известна всему миру как родина спортивных игр «Дети Азии». В этом году республика взяла новую высоту. Впервые в регионе прошли международные интеллектуальные игры. Событие, несомненно, историческое. Игры объединили детей, экспертов и приглашенных гостей из 22 стран мира. Здесь очень хорошо. Я очень рада, что могу быть здесь. Надеюсь встретить много хороших людей и получить новые знания. Ожидаю разнообразия, всего нового и всего наилучшего. Я надеюсь найти на играх новых друзей и, конечно, достигнуть высоких результатов. Выставки, конференции и олимпиады. Программа у интеллектуальных игр была масштабная. Лучшие умы соревновались и в 3D-моделировании. Участники создавали трехмерные модели различных объектов. Для 29 команд два направления – техническое и художественное. Должны обладать пространственным мышлением, то есть понимать, как должен работать какой-то механизм. Поэтому они должны собрать какой-то механизм, должны понимать его работу, чтобы наперед рассчитать все это. Коля хочет стать инженером-архитектором. 3D-моделированием увлекается с 7 класса. Начинал в школьном кружке. Решил испытать себя на международных интеллектуальных играх. Мой руководитель Александра Григорьевна учила меня в программе AutoCAD, которая моделирует типа дома. Все участники хотят выиграть, но самое главное – это участие.
Будущее на небольшой площадке. Соревнования роботов. Их собирали сами участники. Мирас Муртаканов прилетел на интеллектуальные игры с товарищем. Правда, обстоятельства внесли коррективы. Сокомандник сломал ключицу. Отстаивать честь Казахстана Мирасу пришлось в одиночку. Это мои первые международные соревнования. И получить тут место – это для меня очень большая радость. По первым впечатлениям, здесь участники очень сильные. Хотя и без напарника можно тут и выиграть, так как задания очень легкие в сравнении с тем, по которым я готовился. Оценивали юных изобретателей эксперты Кореи и Японии. Для иностранных ученых роботы – это не увлечение, а работа. Они уверены, полученные знания обязательно пригодятся ребятам в будущем. Интеллектуальные игры проходят на высоком уровне. Лучше даже, чем я ожидал. 5 команд получили наивысшие 100 баллов, что говорит о хорошем уровне участников. В следующий раз мы привезем своих ребят. Масштаб первых интеллектуальных игр поразил многих. Проводить соревнования среди умнейших школьников собираются раз в 4 года. Не забывает Якутия как спортивный регион и про крупные соревнования. В этом году республика во второй раз стала столицей чемпионата России по боксу. 283 сильнейших бойца из 56 субъектов страны приехали в Северный край. Только лучшие из лучших. Свет нашей России, все выбираются первые места. Тут действительно отбор идет на чемпионат мира. И, конечно, идут упорные бои. Ни одного случайного участника. К турниру спортсмены готовились задолго до начала. Некоторые команды заранее приезжали в Якутск, чтобы привыкнуть к местному климату. Жили в училище Олимпийского резерва, где были созданы достаточно хорошие условия для подготовки нашей команды. Как и ожидалось, никаких проходных боев. Цена каждой победы – литры крови и пота. Жаркие бои, много боев близких, равных. Это говорит о том, что сам по себе у нас уровень бокса в России потихонечку стал выравниваться, то есть и конкуренция стала выше, то есть это радует. Среди почетных гостей чемпионата России в Якутске звезды российского и мирового бокса. Ваш прославленный боксер Георгий Балаксашин меня пригласил. Якутия. Всегда боксеры были сильные, выносливые, среднего и легкого веса. Впервые республика провела чемпионат России по боксу в 2007 году. Один из победителей того турнира – будущий чемпион мира и золотой медалист Олимпийских игр Рахим Чехкиев. Тот 2007 год, уже прошло 11 лет, и состав участников качественно изменился, он стал выше, почти около 300 человек участников, самих спортсменов, которые здесь выступают на ринге. Это отрадно, это говорит о том, что бокс не только здесь в регионе, но и во всей стране набирает обороты. На чемпионате России в Якутске выступили 23 якутских боксера. Большое достижение, говорят в тренерском штабе. Обычно в подобных турнирах участвуют 6 якутян. На этом соревновании здесь смотрели резерв якутского бокса. Есть молодые боксеры, которые через 2-3 года могут выступать на чемпионате России международной арене. И такие боксеры у нас показались. Только такие соревнования можно испытать у спортсмена. Главная награда для якутских болельщиков – золотая медаль Василия Егорова. В финале наш боксер столкнулся с победителем европейских игр Батором Сагалуевым. Бой был ожесточенным и бескомпромиссным. Драматизма добавила и серьезная гематома, которая образовалась у Егорова над правым глазом. Чашу весов в свою пользу Василию удалось склонить благодаря нокдауну. 9 килограммов, дорогие друзья. Очень ответственные секунды. Оба боксера левши. Вот здесь отличное попадание. Для масштабных соревнований важна инфраструктура. Якутии есть чем удивить. Открытие международных интеллектуальных игр, бои чемпионата России по боксу прошли на одной площадке.
Спортивно-зрелищный комплекс «Триумф» – один из крупнейших объектов на Дальнем Востоке. Крытая арена для соревнований, учебно-тренировочных занятий и культурно-зрелищных мероприятий рассчитана на 3000 зрителей. Стандарты в «Триумфе» только международные. Поэтому комплекс и стал главной площадкой для 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу. На помосте встретились 155 спортсменов из 39 стран. Каждый масс-рестлер почувствовал, он почетный гость. Политика, разногласия между странами здесь роли не играют. Организация мероприятия проходит на высшем уровне. Начиная с церемонии открытия, это было очень красиво. И того, как встретили нашу команду в очень хорошей дружеской атмосфере. И мне это очень нравится. Для иностранных спортсменов в новинку оказался не только якутский вид спорта, но и морозная погода. Очень интересно побывать в Якутии. Я здесь впервые, местные холода для меня что-то новое. Здесь очень дружелюбные люди, очень красивые места, и я очень рад оказаться здесь. Некоторые начали заранее готовиться не только к борьбе на помосте, но и якутским холодам. Перед тем, как приехать в Якутию, мы узнали, что здесь очень холодно. Принимали холодный душ для того, чтобы как-то приучить свое тело к якутскому климату. Подготовку зарубежных спортсменов отметил и гуру масс-рестлинга. Один из зачинателей национального вида спорта в его сегодняшнем виде – Иван Белолюбский. За короткое время зарубежные спортсмены очень прибавили, я скажу. И в техническом плане, и в тактическом. Сейчас вот наравне с нашими ребятами конкуренция очень большая становится. Сегодня масс-рестлинг культивируется и продвигается во многих странах мира. У перетягивания палки, уверены спортсмены, есть все шансы попасть в олимпийскую программу. Я считаю, что у масс-рестлинга есть все шансы попасть на Олимпийские игры, потому что этот вид спорта, с одной стороны, сложный, но в то же время и простой. Ты можешь заниматься им где угодно. Он развивает силу воли, развивает тебя как личность, как спортсмена. И поэтому я очень хочу, чтобы масс-рестлинг вошел в историю Олимпийских игр. Несмотря на выросший уровень зарубежных спортсменов, безоговорочным лидером в масс-рестлинге по-прежнему остается сборная России. Результаты говорят сами за себя. 10 медалей высшей пробы из 12 у российских спортсменов. 3-ю золотую медаль чемпионата мира завоевал капитан сборной Павел Черноградский. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Поэтому вот всегда я настраиваюсь. И у меня не бывает таких легких схваток. И самым тяжелым у меня, конечно, вот финал был. Казалось, что очень быстро, но нет такого слова, что быстро. Однако чемпионат измеряется не количеством наград, а эмоциями, которые он подарил спортсменам и зрителям. Именно от этого и зависит дальнейшая судьба якутского национального вида спорта. Опыт проведения республикой столь крупных событий не может остаться незамеченным. Новая ступень – организация Кубка мира по вольной борьбе в марте следующего года. Решение уже принято. Лучшие борцы со всей планеты откроют для себя Якутию. Россия примет столь крупный турнир после перерыва 8 лет. Вольная борьба является спортом номер 1 для Якутии. И у нас есть прекрасные спортивные сооружения, на которых можно проводить мероприятия такого высокого уровня, как и Кубок мира по вольной борьбе. Но, конечно же, в любом случае нужна серьезная подготовка. И мы уверены, что совместно с Федерацией спортивной борьбы России мы с этой задачей достойно справимся. Крупные соревнования, будь то спортивные или интеллектуальные, это прежде всего доверие к Якутии. Республика раз за разом его оправдывает. Никаких промашек и просчетов. Участники, эксперты, гости и зрители довольны. Это главная награда для региона. Важно, что мы всегда готовы подтвердить высокий уровень организации и гостеприимства. Юрий Осипов, Якутия, день за днем. Таковы итоги года, и мы их подводили вместе с вами. Наши корреспонденты продолжат следить за главными событиями день за днем. Удачи в наступающем году!